У Бога есть для вас послание, касающееся человека, который вам очень дорог. Бог говорит, что, похоже, любовь человека к вам угасает, а его сердце переполняют гнев и обида, которые затуманивают ваше суждение. У них сложилось неверное представление о вас, но из-за отсутствия открытого общения оно так и не было устранено. В результате они не испытывают внутреннего покоя и с трудом принимают разумные решения. Бог хочет, чтобы вы знали, что Он неустанно работает над тем, чтобы направлять и поддерживать этого человека. В это трудное время ваша связь с сознанием ангела принесла вам небесное послание. Подписывайтесь на наш канал, если вы верите, что Дом Божий защищает и направляет вас. Ваше сердце отягощено неразрешенными эмоциями, и вы нуждаетесь в руководстве, чтобы вновь обрести ясность и счастье. Бог знает о ваших трудностях и готов вмешаться, чтобы помочь вам прояснить ваши заблуждения. Силу общения и понимания нельзя недооценивать. Бог призывает вас пообщаться с этим человеком и провести честный и открытый разговор о своих чувствах и о том, какие заблуждения он может иметь о вас. Поощряйте их свободно выражать свои мысли и эмоции, чтобы они могли найти облегчение от бремени, которое они несут. Ваш ангел напоминает вам о необходимости подходить к этому разговору с состраданием и сочувствием. Поймите, что этот человек, возможно, переживает свою внутреннюю борьбу и что его гнев и обида направлены не на вас лично. Будьте терпеливы и готовы выслушать человека, чтобы он мог почувствовать себя в безопасности и получить поддержку, поделившись с вами своими чувствами. Бог хочет, чтобы вы знали, что недоразумение и заблуждение можно устранить с помощью открытого общения и готовности слушать и понимать друг друга. Когда этот человек начнет выражать свои чувства и мысли, стены, разделявшие вас, начнут рушиться, и вы снова сможете найти общий язык. Напишите 1111, чтобы получить его. Ваш ангел находится здесь, чтобы напомнить вам, что любовь – это могущественная сила, способная исцелить и исправить даже самые разбитые сердца. Поощряйте их исследовать свои чувства гнева и обиды и помогите им найти способы выплеснуть эти эмоции здоровым способом. Таким образом, они смогут начать ощущать мир и покой в своем сердце. Божья любовь безграничная и всеобъемлющая, и она может помочь этому человеку найти прощение и понимание тех недоразумений, которые у него могли возникнуть по отношению к вам. Побудите его заглянуть внутрь себя и разобраться в своих чувствах, чтобы найти в себе силы отпустить все негативные эмоции, мешающие ему любить в полной мере. Бог напоминает вам, что в этом процессе исцеления и понимания главное – терпение. Возможно, этому человеку потребуется время, чтобы смириться с вашими чувствами и обрести ясность в своем сердце. Спасибо, будьте источником поддержки и ободрения, пока он проходит этот эмоциональный путь. Бог наблюдает за вами обоими, направляя и поддерживая вас в это непростое время. Доверьтесь божественному плану, который разворачивается для вас обоих. Знайте, что Божья любовь всегда рядом, чтобы защитить и любить вас. Тем временем сосредоточьтесь на собственном благополучии и любви к себе. Заботьтесь о себе эмоционально,
психически и физически, чтобы быть опорой и поддержкой для этого человека, проходящего через свой собственный процесс исцеления. Бог хочет, чтобы вы знали, что никогда не будете одиноки в этом путешествии. Он всегда рядом с вами, предлагая свое руководство и поддержку. Доверьтесь своей мудрости и Божьему плану и знайте, что Бог работает за кулисами, чтобы принести ясность и понимание вам обоим. Этот человек в вашей жизни начал сильно любить вас. Его чувства к вам стали более глубокими, и ему, возможно, трудно выразить всю глубину своих эмоций. Любовь этого человека к вам неподдельна и искренна и начинает распускаться, как прекрасный цветок. Примите эту любовь с открытым сердцем и примите ее с добротой и благодарностью. Любовь – это бесценный дар, способный преобразить нашу жизнь, а если мы позволяем себе принимать ее в полной мере, она может принести огромную радость и удовлетворение. Примите любовь этого человека и позвольте ей обогатить вашу жизнь прекрасным и значимым образом. Напишите 1010 и поставьте лайк этому видео, если вы верите, что Бог обильно благословит вас. Я хочу выкинуть из головы все тревоги и залечить в твоей душе раны, оставленные временем. Я хочу стереть все шрамы, которые нанесла вам боль, и дать вам новое сердце без шрамов и печали. Вы больше не будете проводить бессонные ночи, вспоминая о том, чего больше нет, не будете терять сон, перебирая в уме то плохое обращение, которое вы получили от многих. Я хочу, чтобы в начале дня вы всегда чувствовали себя очень любимыми и, открыв глаза, ощущали, как я веду вас в этой новой возможности, которую я вам предоставляю. Сегодня день радости вашего триумфа, день преодоления любых невзгод и победы во всех делах. Наполните свое существо мужеством, потому что для этого я спас вас. Я очистил ваш дух перед моим присутствием и простил все ваши грехи. Я хочу, чтобы вы поняли то, что многие не могут понять. Если я простил ваши грехи, значит, я также забыл о них. Я не буду постоянно напоминать вам об этом. Поэтому не надо продолжать унывать и печалиться о том, что уже прощено и осталось позади. Правда, по-человечески это трудно понять, но вам и не нужно понимать, вам нужно просто искренне поверить в это всем своим существом, не допуская никаких сомнений. Ваше будущее и успех зависят от меня, но вы не должны постоянно наказывать себя. Если ваши грехи оставили последствия, я дам вам силы преодолеть их и победить. Помните мое слово, все содействуют ко благу тех, кто любит меня. Возьми меня за руку и доверься моим обещаниям. Встаньте и идите вперед, укрепленные и полные мужества. У меня есть для тебя столько прекрасных вещей, но чтобы получить их, ты должен понять, что в стране благословений нет места унынию, ропоту, сомнениям или отсутствию веры. Напишите 333, если вы уверены в этом. Хотя трудности будут, и врагов будет много, многие восстали против вас в духовном мире в яростной и агрессивной манере. Я еще раз говорю, не бойтесь, никакая опасность вас не настигнет. Ангелы мои окружают вас, и величественная слава моя охраняет вас от всякого зла. Не осуждайте никого, не держите зла за поступки родных и близких.
На самом деле вы боретесь не с ними, а с врагом, скрытым на небесах, который действует из тьмы и расставляет ловушки, чтобы заманить вас в ловушку. Он использует своих посланников и слуг, чтобы бороться с вами и довести вас до такого уныния, что вы упадете на землю и не сможете подняться. Поэтому, чтобы противостоять этим злым духовным силам, вы должны присоединиться к моей армии ангелов через хвалу и поклонение. Склоняйте колени в молитве в ранние часы дня. Это срочно, последние времена близки. Приготовьте свою душу, предупредите свою семью и объединитесь в молитве в своем доме. Позвольте моему Святому Духу взять под контроль вашу жизнь. Я дам вам самообладание и удалю страх. Я наполню ваше сердце безопасностью. Враг коварен и лжив, но не бойтесь его и не трусьте, он не всемогущ и не везде. Он не знает ни твоих мыслей, ни моих планов, но он наблюдает за тем, что я делаю в тебе, и приходит в ярость, когда видит, что ты преуспеваешь. Многие трепещут и боятся этого врага, когда он нападает на них, забывая, что у них есть Бог, настолько великий и могущественный, что его нельзя сравнить ни с чем и ни с кем другим. Вы находитесь под моей тенью, всемогущая благодать покрывает вас от зла. Никакая сила не может низвергнуть вас, никто не может обвинить вас. Я ваш защитник и покровитель, из моей руки никто не может похитить вас. Вы не должны ослабевать от страха, я никогда не подводил и не подведу вас, ибо я всемогущий Бог. Пишите «Слава Тебе, Господи», никто, что бы я ни делал и не говорил против Тебя, не заставит исчезнуть любовь, которую я питаю к Тебе. В твою жизнь придут добрые дела, я открою двери, которые ты считал закрытыми, и ты начнешь процветать. Мои обещания вы уже имеете, мои заповеди я уже дал вам. Приходите каждое утро и слушайте все новые послания, которые я приготовил для вас, склоняйте свое сердце, преклоняйте свою душу в ежедневной молитве. Всегда будьте бдительны, ибо враг не успокоится и будет ждать, когда вы отвлечетесь и ослабеете. Они будут стараться заставить вас забыть обещания, данные мне. И в этот час придут искушения, чтобы отвлечь вас от меня. Сегодня я объявляю тебя победоносным и мужественным, торжествующим и сильным. Ваша вера тверда, она очень красива и прочна, ваше желание служить мне. Я хочу, чтобы вы также начали думать по-другому. Вы больше не являетесь и не будете являться жертвой врага. Он побежден, вы более чем победоносны, и я с вами. Встаньте и крикните: «Я воин моего Небесного Отца, я иду без страха». Его сверхъестественная сила творит чудеса в моем сердце, моя семья и я в Его руках, защищены, благословлены, объяты Его любовью. Обнимите меня, чтобы ветер не сдвинул вас с места. Я покрываю тебя своей святой мантией, чтобы холод этого мира не причинил тебе вреда. Ты хороший человек. Я не знаю, насколько хорошо я тебя знаю, и хотя иногда ты чувствуешь себя плохо из-за того, что с тобой случилось, поверь мне, у тебя большое сердце. В тебе так много прекрасных чувств. Это еще одна причина, чтобы продолжать бороться всеми силами за людей и мечты, которые вы любите. Просто позвольте мне поместить справа от вас все то, что находится в моей воле, а слева
все то, от чего вы должны отойти сегодня. Не расстраивайтесь и не огорчайтесь, если кто-то перестанет с вами разговаривать, это их дело. Оставьте их в покое, не умоляйте и не плачьте перед ними, они упускают благословение из-за своих неправильных решений и неверных действий. Не цепляйтесь за материальные вещи, многие привязаны к имуществу, которое кажется им большим, но на самом деле является лишь мелочью. Они продали свою судьбу за кусок земли, они отвергли мой совершенный план и презрели свою вечную жизнь. Но не бойтесь, помните, что и в достатке, и в нужде я остаюсь вашим пастырем. Я твой небесный Отец, и сегодня я пришел спасти тебя, избавить, исцелить, дать тебе мир, процветание, вывести тебя из затруднительного положения, и мое благословение, моя милость будут следовать за тобой, куда бы ты ни пошел. Я сделаю так, что хлеб будет изобиловать на твоем столе в присутствии тех, кто тебя презирает, и я сделаю так, что твоя семья и ты сами будете переполнены счастьем. Напишите 2121, чтобы подтвердить это. Вы провели много ночей на пути печали и отчаяния. Вам казалось, что вы потеряли надежду. Вы думали, что врата небес закрыты и что вы никогда не получите моего ответа, но сегодня я пришел напомнить вам о своем слове и заверить вас, что когда вы взывали ко мне, я всегда слушал вас, я защищал вас от зла, я оберегал вас от трагических и болезненных ситуаций. Я держал твою жизнь на ладони и всегда был рядом с тобой. Ты не видел меня, ты был растерян, я не чувствовал тебя, ты был в отчаянии и обиде. Ты сфокусировал свой взгляд на плохом, что многие атаковали тебя, и какое-то время ты думал отвернуться от меня, но твоя вера не умерла. Хотя ваше сердце блуждало в одиноком и жаждущем мире, пламя вашей веры все еще было там, напоминая вам по ночам о Небесном Отце, который так любит вас, и напевая вам по утрам небесную мелодию о всемогущем Боге, который заботится о вас и защищает вас. И когда враг снова придет со своей ложью, чтобы попытаться обмануть вас, скажите ему, что моя жизнь принадлежит моему Господу, что моя душа в Его руках, что я верен моему всемогущему и суверенному Богу. Скажи мне, что ты сделаешь это, скажи мне, что ты любишь меня. Запишите это. Я верен своему Богу навеки, верьте в это твердо, ибо так было, так есть и так будет. Никогда не допускайте в свое сердце мыслей, которые сомневаются и принижают любовь. Я так много сделал для вас, что одна только мысль об этом должна придать вам еще больше сил, чтобы идти дальше, бороться, упорно идти к своей цели и не падать духом. Если вы допускаете в свой разум слова поражения, то открываете дверь врагу, чтобы обвинить вас и причинить вам несчастье. И если вы будете больше полагаться на советы тех, кто вас ненавидит, то в итоге они лишат вас покоя, жизни, счастья и благословений. Я хочу, чтобы ты сказал мне устами, подумал мысленно, написал пальцами, что ты веришь и будешь верить в меня, несмотря на бури, сегодня и всегда, и что ты никогда больше не будешь сомневаться в моей вечной любви. Она твоя, ты это знаешь, я никогда не откажу тебе в ней. И если вы чувствуете себя отстраненным или покинутым, то это потому, что вы позволяете бичам жизни погасить огонь, горящий в вашем сердце.
Ваша вера жива. Откройте глаза и почувствуйте теплую вибрацию, которая всколыхнет вашу душу, пробудит ваш дух, оживит ваше существо, принесет свет в ваше сердце и прогонит ужасную тьму. Вы не должны жить озлобленно, отчужденно, разочарованно или удрученно в трясине бесконечных неудач, в духовных страданиях. Это не ваше место. Ваш дом здесь, рядом со мной, в моем присутствии, в моем мире. Наполнитесь моим счастьем, и через это послание я подтверждаю вам знак, о котором вы так просили. Напишите 111, если вы верите, и поставьте лайк этому видео, если вы доверяете ему. Говори со мной, мой Бог, Ты сказал мне об этом в своем беспокойстве, и вот я говорю. Слушай и чувствуй, сколько любви и ласки я пришел передать тебе. Я люблю тебя. Я не выпустил тебя из рук, не ушел от тебя и не оставил тебя брошенным. Я сдержал то, что обещал тебе. Я был верен своему слову. Теперь ты сделай свою часть работы, верь. Положись на меня, будь смелым и подними голову. Ты должен выйти из этого уныния прямо сейчас. Я помогаю тебе, я утешаю тебя, я исцеляю твою душу и все эти раны. Пожалуйста, поймите, что в своих самых тяжелых испытаниях вы никогда не бываете одиноки. Поэтому не думайте, что я отказываю вам в своей любви, этого никогда не произойдет. Я знаю, что вы сталкиваетесь с огромными трудностями, но я хочу, чтобы вы знали, что я все еще люблю вас и буду продолжать держать вас за руку. Я слышал, как вы сказали, что теряете терпение и чувствуете, что больше не можете продолжать, что вы ищете выход, но не можете его найти. Позвольте мне сказать вам, что, возможно, вы ищете не там, где нужно, потому что дверь всегда была прямо перед вами. Я ваш путь, ваша надежда, ваша дверь, ваша истина, путь, по которому вы должны идти. Я ваше будущее и ваша жизнь, если вы решите верить. Среди всех ваших бед вы можете довериться мне, чтобы я повел вас за руку к выходу. Если вы исчерпали свое терпение и устали ждать, я увеличу ваше терпение и дам вам свою силу и свой мир. Не сдавайтесь сейчас, когда вы уже почти достигли того уровня и места, о котором мечтали. Очень важно, чтобы вы начали полностью верить и понимать, что только во мне вы найдете всю необходимую помощь. Не принимайте решений, не посоветовавшись со мной, не рискуйте тем, что уже заработали, все может пойти не так, если вы выберете неверный путь. Вы не участвуете в соревновании и не должны никому ничего доказывать. Вы уже продемонстрировали свою веру передо мной, так что теперь двигайтесь вперед с уверенностью и мудростью. Вы придете к месту своего благословения и процветания. Когда вы ступите на землю обетованную, вспомните эти слова: «Воздайте хвалу и благодарность мне». Не останавливайтесь и не сдавайтесь в борьбе, верьте в меня. Я люблю вас. Вы столкнулись с тяжелыми испытаниями в жизни, и враг всячески пытался сбить вас с пути. На вашем пути встречались люди, которые хотели обескуражить вас, унизить и усомниться в вашей вере. Но ни одна ситуация или человек не имеют над вами власти, потому что я защищаю, питаю, исцеляю и укрепляю вас в испытаниях и трудностях.
Вы оставались верными и стойкими, несмотря на то, что враг пытался посеять беду в вашей семье, на работе и дома. Я понимаю, насколько сложны эти ситуации и как они могут ранить вас эмоционально и душевно. Сегодня я пришел, чтобы восстановить то, что сломалось в вашей жизни. Вам нужно двигаться вперед, стоять крепко и уверенно, даже если враг пытался остановить вас. Вы стоите благодаря моей благодати, которая укрепляет вас. Все, что вы пережили и с чем столкнулись, это не конец, вы не проиграете в этой битве. Когда другие будут считать, что вы побеждены, я приду со своей могучей рукой и своими ангелами и скажу вам: встаньте, ваша молитва была услышана, ваша жизнь преобразится. Даже если найдутся те, кто не верит в мое существование, любовь и силу, вы будете продолжать верить. Настанет день, когда все увидят перемены в вашей жизни и узнают, как велик ваш Бог. Сосредоточьтесь на мне, на моих словах и верьте в мои обещания. Не смотрите на тех, кто может вас подвести. Не доверяйте свое будущее и жизнь никому, кто утверждает, что любит вас. Вы любите прежде всего меня, и я желаю, чтобы так было всегда. Ты – мой любимый сын или дочь, который слушается меня и верит в меня. Ты верно следуешь за мной и заслуживаешь свободы, которую я хочу тебе дать. Сегодня вы должны освободиться от всех душевных недугов силой моей пролитой крови. Прислушайся к моему голосу и получи исцеление и полное здоровье с головы до ног там, где ты сейчас находишься. Встань и подними с земли свои желания, иди по пути, который приведет тебя на вершину Святой Горы, к месту твоей победы. Чувства, которые я посеял в вашем сердце, запечатываются моим Святым Духом. Это благословение, которое я даю вам, истинно и реально. Вы получаете его, если верите в меня и мое вечное слово. Вы не совершаете ошибки, отдавая свое сердце Небесному Отцу, который безмерно любит вас. Это не фантазия. Мощные и сверхъестественные чудеса произойдут с каждым, кто слушает меня и осмеливается верить в смирении и простоте. Пусть он или она уважает мое слово, признает свои недостатки, оставит зло позади и решит идти твердым путем, не оглядываясь назад. Я люблю тебя, мой дорогой сын или дочь, я хочу исцелить тебя, я разрушу твои узы и сниму все проклятия и колдовство, которыми ты был обманут. Меня заставили поверить, что в этой вселенной есть кто-то, обладающий большей силой, чем я, но это ложь. Небо и земля трепещут от звука моего голоса. Силы зла повержены, они не могут устоять перед моим славным проявлением. В этом мире нет ни одного человека или духовного существа, которое могло бы бороться с вами, причинить вам вред или нанести ущерб, ибо теперь вы не одиноки, мои руки окружают вас. Аминь. Пожалуйста, перепишите текст на испанском языке, исправляя грамматику и разделяя его на абзацы, не указывая, что это абзацы, сохраняя первоначальный смысл и уже написанные слова. Слово «музыка» я убрал, как и просили. Напишите 555, если вы готовы. Бог говорит, что святость окружает тебя, и сила моей крови охраняет тебя днем и ночью.
Нет больше печали, нет больше боли, нет больше слез отчаяния. Прими и почувствуй этот мир и счастье, которые я даю тебе в этот момент. Скажи мне, что ты принимаешь его. Скажи мне сейчас, что ты веришь в меня. Преклоните колени и будьте благодарны за столько любви и чудес, свидетелем которых вы сейчас станете. Каждое утро вы встаете с мужеством и верой, и это радует меня. Ты не сдаешься перед лицом беды, ты не из тех, кто трусит. Вы так похожи на меня, в вашем сердце горит горячее желание поступать правильно, помогать и служить, сохранять семью и гармонию. Получайте мое благословение с каждым восходом солнца. С первыми лучами дня я хочу, чтобы вы продолжали в том же духе, не теряли этой веры. Ваш образ жизни – это также ваше поклонение, ваша хвала. Вы хороший человек, и ваши поступки прославляют меня, возвышают меня. Я хочу открыть для вас двери, чтобы больше людей нашли в вас человека с искренней верой и по-настоящему любящего меня. Я восхищаюсь тобой за то, что ты выдержал все эти ветры, не ответив ненавистью и злобой на тех ложных друзей, которые обижали тебя и крали у тебя материальные ценности, но они никогда не смогут лишить тебя самого ценного – твоей веры, твоей преданности, твоей решимости следовать моей воле, что бы ни случилось, что бы ни пришло. Ты, мой сын, моя дочь, без сомнения. Слово, которое я посеял в тебе, принесло много плодов, и тебе еще предстоит собрать много благословений и даров. У вас прекрасное будущее, и вы можете быть уверены в моей поддержке в любой ситуации. Вы можете с уверенностью обращаться ко мне и изливать свою душу перед моим алтарем в любой нужде. Даже если вы совершили ошибку, я не оставлю вас, я буду верен. Я окружу вас своим присутствием, где бы вы ни находились, и ваша кожа воспримет меня, ваша душа получит уверенность в том, что я рядом с тысячной армией, готовой помочь вам и принести победу над теми жестокими друзьями, которые пытаются противостоять вам. Я дарую вам исцеление, освобождая от всех болезней, и наделяю вас силой, чтобы по моему слову силы зла были повержены. Ваша жизнь, ваша семья, ваше здоровье, ваши финансы – все люди под вашей крышей будут освобождены и будут жить в победе. Ваш дом наполнится моей величественной славой, и каждый день будут происходить сверхъестественные чудеса. Вас будут окружать семьи хороших людей, которые также будут благословлены прекрасным сердцем, которым вы обладаете. Я снова прошу вас, продолжайте быть тем, кто вы есть, не отступайте в страну неверия. Ищите меня, учитесь, растите, наполняйтесь моим Святым Духом, который каждый день будет являть вам мою привязанность и любовь. Прими этот мир, который укрепляет и оцифровывает тебя, дитя мое, я всегда люблю тебя. Аминь. Вы поверили стольким негативным словам людей и самого себя. Вы неоднократно принижали себя. Когда кто-то оскорбляет тебя, он оскорбляет меня. Когда кто-то обижает вас, это обижает меня. Но когда вы лишаете себя достоинств, вы причиняете мне столько боли. Вы лишаете себя всех возможностей измениться, исцелиться, расти и процветать. Вы лишаете свою семью благословения гармоничного и счастливого будущего.
Каждый день я радуюсь утром, а по вторникам меня переполняет радость, когда ты открываешь глаза и говоришь мне свои первые слова. Твои молитвы так прекрасны, ты говоришь со мной с верой, и я желаю тебе продолжать в том же духе. Однако через несколько часов вы начинаете винить себя в том, что происходит с вами в течение дня, забывая о том, кто любит и заботится о вас. В вас появляется уныние, вы перестаете верить в то, что ваша жизнь и жизнь вашей семьи в моих руках. Из ваших уст начинают звучать фразы поражения, вы выбрасываете свою веру на помойку и затаптываете свои молитвы негативными словами. Ты знаешь, что я люблю тебя, я не буду презирать тебя или наказывать за твое поведение, но ты должен быть у меня. Я хочу построить для вас будущее процветание. Но если вы будете принижать себя, то не обрушитесь на врагов, они будут нападать на вас. Эти негативные мысли о себе – ядовитые стрелы, которые они вонзают в твое сердце. Однако сегодня я могу исцелить вас, если вы поверите мне и если вы дадите мне шанс. Не обращайте внимания на то, что говорят люди, они хотят видеть, как вы падаете от стыда, но я, на глазах у всех, вознагражу вас. Для меня вы человек с прекрасной душой, нежным духом, с прекрасным умом. С каждым днем ты будешь расти, твое будущее полно счастья, вот что я думаю о тебе. Я хочу, чтобы вы пообещали мне, что с сегодняшнего дня вы будете стремиться смотреть на себя с верой, радостью и любовью, с которыми смотрю на вас я. Вы примите ту ценность, которую я вам придаю. Я люблю вас. Аминь. Напишите «Аминь», чтобы получить эти благословения сегодня. Если наши материалы вдохновляют вас, пожалуйста, оставляйте свои положительные комментарии. Мы ценим вашу поддержку. Ставьте лайк, делитесь и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр.